В Багдаде оглашены приговоры экс-президенту Ирака и нескольким бывшим представителям партии БААС. Реакция на улицах иракских... Производственной базатын кеңеттен саңардан оңруга республика правительствосыттан балайда өккөрүлүнне. Бисылыга сүлтәгән пауда. Битылынна диханада ол күрдүк биге бу билеген оттан туак бар документлар бүтүн полностью оттан туту документлара бүтән көңүлдөн үдәлит билер халда диханада. Коллектив тердилеби сорудаган 9 үтүмүгүнен балайда үгүс көрүңнерге толорду. Ол курдук корат нехленетигер сүз 6-15 тонна кедеби, 6 аңар тонна ыхаммыт балыгы, 32 аңар тонна ынагарытын, 200 тонна үйт ахылыгы, сүрбе агыс тонна әтебелемнәтилер. Улу сулактактыра бастан качестволак сибехей продукцияны камагатык атылхаллар. Бу килеби үш качестводан хачуэбит, атата хиддерге хилленин көрдөккө. Сен маннагар агыягай мылтогус болларыттан бу Уанна минуты балык көпчөннай балыгын сөбүләтим. Быйыл чепдигирер сылынан көмөң хуллубут. Якутия ФПК өйөбүлүн туһанар соғытақ тәрілтебі соторы кәмінен атағар туран нәхиленені толыры хатчия ден әрәлбі тулақан. Сонунарга нан орта қалматтан Марина Винокурова, Гаврил Джечков. Дойду коммунистара бүгін өктеп социалистическая революциятын 19 сылын белеті әтілер. Урку кәмге өктеп раханигар нәхелене бүттүүне параты тақсыра. Бүгін олы кәхе ұтымынан коммунистар лозунлары транспаранлары бұлақтары тұтан улуссаға тағастылар. Онтан жүгізге кейін улуссатығар демонстрация, оны күніз бір частан Ленин болусатығар митинг болды. Урус сетініне 7 күні өрібіл боллағана бүгін 2 сылын үлі күнінен білдіріліне. Онтан коммунистар бүгінге өрірі тұрорсалар. Онтан бір бүлгар чидетігер, оғой түмсүйін ротсамығылы ғуытын күнігер анамыд бірахниктағы кие әдірейді. Кыржағастар бүгін мұстан әдер састарын үркі кәмнері ақтан сананы астылар, оғой оройыттан тұттылар. Өріләқ кие қаддаға аспытын бейхі корреспондент Алина Мансурова. Кепсир. Арчы жетігер бүкін народ таланнақтырден ұры тойы конкурған ергейді. Маны тәңе білділән жан тұрорбыт выставкалары болды. Матриона Кельцева әтір сағаттан істеннен аттаға выставкаға кені қас дәулетін тұрорды. Бұл жүлігі болғаны мен 1965 жыллаққа Муама районығар мен Самалпуром тәрие бар бұтым. Ол онны тымны дойдуға барабын дем бұл сарғы түлігі текті бітім. Маны стадаға де табал өрейін барар бар. Просто 7-10 сылғыдылы нұрықтық таңны бұт таңағым. Народтар самағы ғуларын күні ұрут ұлу өкті бірағынығы денері. Онан бұстапқаға Себеске Союз сағана тұттылар сылжыбыт маллар әме тұрдылар. Қолабыр бұл çoğunan сылытылар әтүктер баллар. Мустубут жаңа бу барахани кураты солталах, олоқторын ұстатын тоқары чынқа атын кәрдейі күтті себәстәқ. Онан кенілер бараханиғы санатар жейлергер қарыстан урбут күнітік санырмаларын ағылалар. Урку бір келім тойдырдынан сколаларға кетілер форма, значоктар, лампысы кемпет хата, өрдетеңі жақтар шкатулката, жеға уақы тұттылар ехет қомос. Бу барыта ол сағанаға кемтігінің берір. Бүгін кәлбет жаны хоқайдан ойдылар үнкілен бітейділер. Әдір састырын кемінеға таңас модатын бір сәргіқті көері көрділер. Түмігер жүллүр сүбе бары конкурс кайылақтырын белет әді. Сонырғынан Алина Мансурова, Игор Никифаров. Бүгін Сахара жеті хеттуын алтта сағын толы. Сәтенні 7 күнігер 1930 сыллаққа аммаңнайгыннан Сахара жетін долгуна Жакускай, Нам Покровскай табаға өктем ұлықтақтырығыр ehilli бітем. Ол кемтеніла Сахара жеті сайдан Чечерен республика қас бірді кехетігер арғыз болан олығы күтті тәңе қардылар. Сахара жеті саңарар, үтіе сырды болуын ұтықтабылақ істәтчілер бет. Говорит радио национальной вещательной компании «Саха». Доброе утро. Тон алта сылустата сарсырдаттан Саха радиота қасылайы үтө сонуннақ кепсен кехилия қылжытты. Саңа сезонға радио үліхеттері істәтчілерін саналарын учоттан сонун берилері білімнәтілер. Биһиги саңа сезонга истәчи битен кытта ахага сахирге кепстер биремебет элбен берди. Бу билен турар истәчи онна студияга бирени ытар ки иккердаларгар быстыспат сетин бар болутугар тердер. Радио кемерде белгере петтир саңа цифровое оборудованиянан качыллан аяр үлага табыгастаг суловия үескәте. Маныха олок барайгатын сырдатар 9 редакция үлелер үгүс улуска корреспонденттар баалар. Оттон эхилгиттен Саха радиота Саха серин бүттүүн кабыга. Күндүз тәчлер бит
биһиге эхегини кытта болабыт, курук хассыр да алта частан жукускай саңарар эхи канан. Онон Саха радиота 7-7 сезонун көрсө үтүө гестерин салган саңа сүрәннәре киллерен истәчиләргә үтүө догор араксыспа таргыз болуга. Соннарганан Степан Посельский, Александр Князев. Бии коллегалар бутын эме Саха радиотын күннен агардалибет, бүгүнгү сонун бугурдук салгы тылы Анна Иригна берем. Спасибо, Максим. А сейчас коротко о главном. Премьер Борисов представил депутатам парламента тексты мировых соглашений по компаниям «Алроса» и «Кутуголь» и «Арктическое морское пароходство». Вернуть праздник 7 ноября народу. С таким лозунгом вышли на митинги сторонники коммунистических идей. Гонка сильнейших. В Алдане открылся очередной лыжный сезон. Чуть больше недели остается до рассмотрения мировых соглашений по компаниям «Алроса» и «Кутуголь» и «Арктическому морскому пароходству» в Высшем арбитражном суде России. Сегодня в парламенте республики председатель правительства Егор Борисов ознакомил депутатов Государственного собрания Алтумын с текстами соглашений, которые должны быть заключены между федеральным центром и республикой. По словам премьера, сегодня достигнута договоренность о том, что все мировые соглашения будут подписаны в пакете. Во время встречи с депутатским корпусом Егор Борисов еще раз подчеркнул, что в суде представлены только две стороны. Предложение выслушивается только от правительства республики и федерального центра. Тем не менее, все это время кабинет министров вел согласование с депутатами. При работе, поняли, идет очень большая консультация, включая органы власти и так далее. С этой точки зрения сегодня мы считаем, что работа находится уже на завершающем этапе, и согласование парламента как таковое для нас, как политической поддержки принятия данного решения, подписания данного мирового соглашения, это, конечно, необходимо. В ходе встречи депутаты высказали обеспокоенность по поводу надежности предпринятых решений. В будущем может многое измениться, и первое – это правительство, чьи постановления могут быть аннулированы. Как отметил Егор Борисов, этот вариант также просматривался сторонами, и мировое соглашение, принято Высшим арбитражным судом, единственная гарантия на все времена. Тексты мировых соглашений готовы, согласованы, изменению не подлежат. В них учтены все предложения правительства республики и федерального центра. В эти дни в Москве идет работа по согласованию постановления правительства России о компенсации выпадающих доходов от Якуталмаз. Вместе с тем парламент республики принял постановление о работе отдельных комитетов по принятию решения о направлении вырученных средств от акций Якутугля на развитие инфраструктуры республики, которая будет аккумулирована республиканской инвестиционной компанией. Завтра председатель правительства вылетает в Москву. Защита конкуренции. Несколько дней назад вступил в силу федеральный закон, который дал новые рычаги влияния на товарные рынки. Новый закон заменил два ранее действующих: о защите конкуренции на товарном рынке и о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. О ходе реализации нового федерального закона Кира Курилова. В республике насчитывается более 19 предприятий-монополистов, диктующих цены на рынке. Закон дает новые рычаги воздействия на регулирование цен к таким предприятиям, в корне меняет размер штрафных санкций к нарушителям антимонопольного законодательства, а также предусматривает льготы хозяйствующим субъектам в виде государственной и муниципальной помощи. Закон дает возможность внести в реестр предприятий-монополисты, чьи действия ранее ФАС не мог регулировать. Это стало возможным при помощи статьи «Коллективное доминирование», которая исключает понятие доминирующего положения одной компании. А сейчас в связи с тем, что ввели коллективное доминирование, конечно, мы уже будем на них воздействовать. Вот ИКО. На них создались когда-то где-то 2 или 3 года тому назад. В РЕСН мы не могли это нести. Вот. А по коллективному, конечно, доминированию мы уже сможем. Но для них это, конечно, не очень хорошо, я так конечно, думаю. вы можете снижать их цены, собственно. Конечно, да? конечно. К предприятиям-монополистам в республике можно отнести Якутскэнерго, Водоканал, Сахателеком, Лорб, авиакомпании. В Якутии в прошлом году зарегистрировано 60 случаев нарушений антимонопольного законодательства. Закон этого года заменяет мизерные штрафы на более крупные, принципиально новые виды штрафов. Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства сейчас будут браться от выручки, от реализации товаров, работы и услуг за календарный год, предшествующий году, значит, нарушение антимонопольного законодательства. Штрафы будут, значит, уже составлять от 2 до 4%.
Как отмечает Ольга Александровна, возможность контролировать цены монополистов даст возможность поступления налогов в бюджеты разных уровней. Кроме того, просто улучшить благосостояние якутян. Для исключения нарушений закона необходима более грамотная экономическая политика предприятий. И уже в ближайшее время антимонопольная служба сможет активно влиять на экономику страны и на развитие разных отраслей республики. Кира Курилова, Егор Никифоров. Новости республиканского телевидения. Вернуть главный праздник трудовому народу. Таков главный лозунг митингов, прошедших сегодня по всей России. Акции протеста, посвященные 89-й годовщине Великой Октябрьской революции, в первую очередь были направлены на возвращение дню 7 ноября статуса выходного праздничного дня. Напомню, рабочим днем этот памятный день был признан в прошлом году. Демонстрации, организованные патриотическими силами, прошли сегодня и в столице республики. В Якутске митинг состоялся на площади Ленина. В нем приняли участие около 100 сторонников коммунистических идей. Серьезными заявлениями выступили коммунисты республики. Как и прежде, они борются за улучшение уровня жизни населения. Почему протест? Потому что сегодня попираются права человека, трудящихся. Попираются права студентов, пенсионеров. Поэтому в колоннах демонстраций мы можем увидеть лозунги «Повысить заработную плату пенсионеров». Мы за бесплатное образование, медицинское обслуживание. То есть вернуть те завоевания, которые были провозглашены и потом реализованы. В решении многих вопросов коммунисты надеются найти поддержку у населения республики. Помимо Якутска, митинги, посвященные Великой Октябрьской революции, прошли в ряде городов республики, в их числе Покровск, Нерюнгри, Алдан и Мирный. «Золотая десятка». Так будет называться новое шоу, которое уже совсем скоро, 4 ноября, представит на суд зрителям артисты Саха-цирка совместно с московским цирком Никулина. Шоу-программа будет проходить в течение нескольких дней. Ожидается, что самым незабываемым станет номер «Акробаты» с подкидными досками. Сложнейший трюк с подкидными досками начали готовить с 2002 года. Через год в Екатеринбурге состоялась его премьера. С тех пор номер принимает участие в разных фестивалях, занимая призовые места. Из года в год он становится только лучше и зрелищней. Хотелось создать что-то новое, современное для молодежи, для детей. Трюки старался сделать такие, чтобы не было ни у кого. Труппа гастролирует по всей России и странам мира. В Якутск акробаты приехали в составе 10 человек. Именно поэтому программа была названа «Золотой десяткой». По словам руководителя труппы Дмитрия Досова, трюки, которые не выполняют, не делает никто не только в нашей стране, но и во всем мире. Особенность зрелища заключается в том, что артисты работают без страховки. Травм, к счастью, не бывало, а происшествия, конечно, человеческий фактор. Человек не робот. Бывают ошибки, бывают падения. Уникальности номеру придают смертельно опасные трюки в сочетании с танцевальными элементами, плюс оригинальные костюмы и удачно подобранная музыка. С гастролями в северной столице труппа пробудет до 12 ноября. Затем они направятся в Германию. Татьяна Каракулова, Александр Князев. Новости республиканского телевидения. И последнее. Традиционное соревнование «Гонка сильнейших» теперь будет называться открытием лыжного сезона. Об этом заявил председатель Госкомспорта Республики Михаил Гуляев. Он дал старт лыжному сезону в Алдане. Это связано с тем, что количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, с каждым годом становится все больше. В выходные дни на Алданскую лыжню вышли 117 спортсменов из Читы, Хабаровска, Зеи, Сахалина и более чем 10 районов республики. Обкатать якутский снег приехали спортсменки женской сборной России по биатлону. По словам старшего тренера женской команды Валерия Польховского, алданские трассы им пришлись по нраву. Мы много наслышаны. Такие легендарные тренеры, как Лопухов, Грушин, проводят здесь свою подготовку перед Олимпиадами в Солт-Лейк-Сити. И, в общем, также было неплохое выступление, поэтому мы, биатлонная команда, уже решила в этом году попробовать алданские трассы. В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники Дальневосточного региона и республики. Гонка проходила в 2 этапа. Первый день – свободный стиль, второй – классический. Несмотря на то, что алданские лыжники считаются одними из сильнейших в республике, в этот раз победа от них ускользнула. Вторые места в своих возрастных категориях заняли алданцы Михаил Соснин и Юрий Матвеев. А наибольшее количество первых мест у спортсменов Якутска и Нерюнгри. Все-таки Якутия
славится охотниками. И как раз вот Ветлон наши предки спекон веков занимались лыжами с ружьем. Со следующего года, как сказал Михаил Гуляев, начнется строительство основного корпуса лыжного комплекса, где будут тренировочные залы, гостиница и хозяйственные помещения. Именно отсутствие этих моментов отпугивает сегодня от алданского снега лыжников других регионов и российской сборной. Ольга Перцева, Василий Козлов из Алдана. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания. Бу неделе өтүмүктөрдө болдун, аныскы көрсөкөдөрө. Саңа студия, саңа кепсеннер, саңа гылжыттар, уанна сая урукку. Кетехин кепсие саңа бирилерин. Поэзия октября в багрянце леса, в золоте листьев и в новой коллекции мехового салона «Харчана». Полина Протодьяконова. Образ октября от «Харчаны». Лас ламырылын. Туай истингрехаттен. Саңыры телевизионный версиятыгар сәттуынырыттан кем сүрбебес интерактивный конкурсан болбутын бастығынан билекін бағарар боллаққына. Әденне уақытты күнігер сорнымаллан атынан государственной опера онна балет театрыгар киһә түйет онны хәтте частан барыгытын ыңырабыт. Саңыры саңа сезон. Әхегіне көтер күстәғот, күз жәбі хоба онна бастың ырыалар. День бракосочетания – один из самых трогательных и волнующих моментов в нашей жизни. Свадебный салон «Венец» к счастливому торжеству предлагает более 100 восхитительных эксклюзивных моделей свадебных платьев, мужских костюмов, а также аксессуаров на любой вкус. Диадемы, перчатки, букеты, ленты для свидетелей и бижутерию. Приятная новость для любой невесты. В салоне бесплатно подгонят любое понравившееся платье по фигуре. Поливитамины для здорового развития малыша во вкусном сиропе Санасол. Без сахара. Витамины Санасол нужны как солнце. Смотрите, что мне только что передал почтальон. Здравствуйте, ребята. О, посылка. Подарок. Да, и тут написано... А почему это сразу хрюш тебе? Подарок-то, видно, непростой. Волшебный. Похоже. А почему он прыгает? Ему что-то не нравится, да? Думаю, да. Ведь тут написано самому воспитанному, а среди вас таких нет. Почему это? Потому что воспитанные люди взрослых не перебивают. Так это случайно получилось, да. А вот по правде, смотрите. Здравствуйте. Извините, будьте так любезны. Да, красиво, Хрюша, но... Никаких «но». Самый вежливый тут я. Ой, а вот и нет, Хрюшечка. Самый вежливый тут я. Оксаночка, не составит ли вам труда передать мне этот подарок? Будьте любезны, пожалуйста. А? Как ты, оказывается, говорить умеешь, Мишутка? Да, умею. Ну почему?
Может быть, потому что вежливые люди так не хвалятся? Ну как же тогда доказать, что ты самый вежливый, Оксан, а? Не знаю. Ну и мы не знаем. Ну что же, он так тогда останется ничейный. Подарок хочу. И я хочу подарок. Я больше хочу. И я больше хочу подарок. Почему? Потому что Мишутка терпеть умеет. Он вот конфетку может не съесть, а на следующий день отложить. А я нет. Ну не плачь ты, пожалуйста, Харюша. Ну чего ты? Слушай, а может тебе с ним поласковее поговорить? Вдруг он тебя как прыгнет. А ты? Ты что, останешься без подарка? Ну что, Харюша больше хочет, а я могу и потерпеть. Ну не ссориться же нам с Харюшей из-за такого пустяка, да, Оксан? Ой, а почему мне? Думаю, что вежливые люди всегда стараются уступать другим. Да? Я тогда тоже Мишутке уступаю. Ой, я тоже потерплю. Подождите, это что же получается? Ты уступил Мишутке, Мишутка уступил тебе. А чей же подарок тогда? Опачи. Да что нам, из-за него ссориться, что ли? Ссориться, что ли? Мне кажется, он с вами согласен. Давайте посмотрим, что же там. Что там? Ой. Ого, целая коробка конфет. Конфеты. Прощайте, Оксана. А. Но это же ваш подарок. Ну и что? А мы что, будем есть? А вы будете смотреть, что ли? Нет, так не пойдет. Угощайтесь, Оксан. Съешьте конфет. Какие же вы у меня все-таки вежливые. Спасибо. Угощайся, Мишутка. Угощайся, Хрюша. А сейчас смотрим мультфильм. Новую историю про лунтика. Смотрим.